В течение последнего года в Ингушетии резко возросло количество нападений боевиков-исламистов. Эта видеозапись была размещена на одном из исламистских веб-сайтов. Утверждается, что на ней запечатлено успешное нападение на российских военных. Кремль отвечает на подобные вылазки отправкой в Ингушетию тысяч солдат, которые призваны подавить выступления боевиков. Но, выполняя эту задачу, они крайне жестоко обращаются с местным населением. На прошлой неделе силовые органы пытали водителя такси Тамерлана Танкиева. Его задержали после убийства милиционера. Я встретился с ним в день, когда его освободили, без предъявления обвинений. Нас очень сильно били. Били по голове, по лицу. Сували какие-то предметы острые под ногтями. Как я подношу. Других предполагаемых подозреваемых силовые органы просто убивают на месте. Мы получили эту видеозапись от членов семьи одного из тех, кто погиб здесь. Родственники утверждают, что его застрелили, потому что он был правоверным мусульманином и учился в Египте. Ну, пацаны 18-19 лет не могут это переносить, и вот они за оружие берутся. Может быть. Но у нас сейчас вот руководство поменялось, вот эти убийства, вот это все у нас сократилось, слава Богу. Ситуация в Ингушетии стала настолько плохой, что Кремль назначил нового руководителя этой республики. Дворец за моей спиной занял другой чиновник. Он профессиональный военный, который сделал карьеру в Чечне. Вопрос, однако, в том, будет ли достаточно просто поменять руководителя. Непрофессиональные, непродуманные, неправомерные действия спецслужб, которые занимались там всякого рода терроризмом, экстремизмом и прочими проявлениями преступности, привели к той ситуации, которая у нас существует. Аллаху Акбар! Мусульманское большинство Ингушетии молится о переменах, которые должны наступить еще до момента, когда будет слишком поздно и когда может начаться полномасштабная гражданская война. Ричард Галпин, BBC, Ингушетия.